500 миллионов лет назад вся уйгурская земля была покрыта океаном. Два оазиса, Джунгарский и Таримский, возвышались над водой. Мощное тектоническое движение превратило морское дно в сушу. И уйгурская земля приобрела тот вид, который мы знаем сегодня. Тектонические движения не только создали богатство рельефа уйгурской автономии, но и стали основой для огромного туристического потенциала. Ежегодно сотни миллионов путешественников приезжают сюда. От снежных вершин до степей, пустынь и каменистых равнин. Они наслаждаются здешними пейзажами, и туризм приносит колоссальный доход в экономику уйгурской автономии. Но дары природы не ограничиваются этим, как и источники богатства уйгурской земли. Путешественникам трудно представить, что под землей скрывается главное сокровище – нефть. Нефть ценят как источник энергии, благодаря ей движется транспорт. Но ее ценность не только как энергоносителя. Нефть – сырьевая основа для производства химической продукции. Она проникает во все аспекты нашей жизни, и даже информационные технологии, компьютеры – все из продуктов нефтепереработки. В этих баночках нефть. Она разного цвета. Есть так называемая легкая нефть, а есть тяжелая. Чем она легче, тем светлее, а вот это традиционная черная нефть. Все думают, что нефть черная, но она разноцветная. Но не только внешний вид нефти отличается от ваших представлений. Методы ее разведки тоже могут вас удивить. Посмотрите на эту горную породу. Мы делаем из нее тонкий шлиф и изучаем под микроскопом. У нее очень мелкие зерна. Она слоистая, как листы бумаги. Мы называем ее сланец. Отсюда и термин «сланцевая нефть». Посмотрите сюда. Видите, слоистая структура? Это и есть сланец. Давайте попробуем зажигалкой. Чем выше содержание нефти, тем легче поджечь зажигалкой. Если загорается, значит, содержание высокое. Видите красноватое свечение? Мы называем нефтеносную породу, зону с высокой концентрацией углеводородов, сладкой точкой. Раньше считали, что нефть – это подземные реки и моря. Это неправильное представление. Большая часть нефти находится в мельчайших порах внутри горных пород. Невооруженным глазом это не разглядеть, только через лупу. Так что уйгурская автономия буквально наполнена природными ресурсами. На северо-западе уйгурской автономии открыли крупнейшее в мире цельное сланцевое месторождение нефти – Маху. А в районе Джимсар обнаружили гигантское месторождение сланцевой нефти объемом 1 миллиард тонн. Нефтегазодобыча в уйгурской автономии началась в 1902 году. В районе Майтак и Карамай уже тогда добывали нефть. Тогда обнаружили пласт на глубине более 1000 метров. Скважина К1. А сегодня мы можем бурить до 10 тысяч метров. Сегодня мы говорим о скважинах глубиной более 10 тысяч метров. Особенно в Таримской впадине. 80% скважин превышают 7 тысяч метров. Это сверхглубокие скважины. Это керн, поднятый из недр, на глубине 9400 метров. И теперь мы хотим бурить еще глубже. Сколько метров можно пройти за день? В нормальном режиме около 3 метров в час. На глубине более 10 тысяч метров 3 метра в час – это уже быстро. Давление на забое колоссальное. Например, при плотности 2,3 грамма на кубический сантиметр давление достигает 200 с лишним мегапаскалей. 10-тысячеметровая скважина. Каждый метр здесь преодоление предела технологий. Богатые нефтяные ресурсы уйгурской автономии осваиваются эффективно. Это заслуга ключевых технологий промышленно развитой державы. Глубина бурения с развитием технологий постоянно увеличивается. Мы уходим все глубже. Что же такое бурение на глубину 9000 метров? Что это дает? Если мы пойдем еще глубже и на 10 тысячах метров, мы снова обнаружим нефть и газ. 10 тысяч метров – это фактически новые геологические пласты. На глубине свыше 9000 метров есть богатые залежи углеводородов. Сейчас мы дошли до 10 800 метров.
Мы уже пробурили 10 тысяч метров вглубь Земли. Нефтяная промышленность Китая уже 100 лет качает нефть из уйгурской земли. Охрана окружающей среды, экология – вот что сейчас для уйгурской автономии важнее всего. Сегодня в уйгурской автономии крайне острое экологическое давление. Требования к охране природы очень жесткие, 1,5% от стоимости добываемых ресурсов обязаны тратить на экологию. Главный тренд сейчас – чистые источники энергии. Если отводить землю под солнечные электростанции и застраивать солнечными панелями в зоне пастбищ, надо платить компенсацию пастухам. А это дополнительные расходы. Но уйгурская земля огромная и очень богатая. Здесь много пустынь, богатых солнцем и нефтью, и никаких выплат компенсаций. Во внутреннем Китае с его плотностью населения разработка подобных месторождений, ветряных и солнечных электростанций, практически невозможно. Главное желание Китая – добывать как можно больше ресурсов и превратить уйгурскую землю в суперэнергетический регион для подъема всей китайской экономики.